«Заман» в эфире. 27 октября, 1338 день аннексии Крыма. В студии София Абляева. В эти минуты должна начаться официальная встреча Ильмы Умерова и Ахтема Чийгоза с президентом Украины Петром Порошенко. Проходит она в администрации президента в Киеве. Там работает наша съемочная группа. И как только станут известны подробности встречи уже бывших политузников с президентом Украины Петром Порошенко, мы расскажем вам об этом сразу. Самолет с Ахтемом Чийгозом и Ильмой Умеровым 2 часа назад приземлился в аэропорту Борисполь. Первыми их встретили лидеры крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров. После этого уже бывшие узники Кремля провели пресс-конференцию. В частности, они поблагодарили всех за поддержку и содействие в их освобождении и заявили о намерении бороться за освобождение остальных политузников. Я благодарен тысячам и тысячам людей, которые во многих странах выходили с лозунгами «Свободу Ильме Умерову, свободу Ахтему Чийгозу». Благодарен нашим тысячам соотечественникам, которые беспрестанно, ежедневно ходили на судебные процессы наших героев и морально поддерживали их. Я благодарен единству нашего народа. Если тема Крыма не будет сходить со страниц средств массовой информации, то процесс будет продолжаться и дальше. Обязательно вслед за освобождением отдельных людей произойдет деоккупация Крыма и восстановление территориальной целостности Украины. И это освобождение, это символизм. Это наш народ ощутил, что за спиной есть сила, что нас не бросят, нашу страну и мою родину не дадут порвать, что украинский народ, он сможет постоять за свою свободу, за свою независимость. Что наш президент, он будет отстаивать свободу каждого гражданина. Ахтема Чийгоза и Ильмы Умерова, осужденных в оккупированном Крыму на 8,2 года колонии, передали Турции 25 октября. Накануне они встретились с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом. По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина. Госдеп утвердил список российских компаний, против которых введут санкции. В него вошли 39 компаний, среди которых концерны «Алмаз-Антей», «Клашников», «Ижмаш», корпорации «Оборонпром», «Ростех», ФСБ и служба внешней разведки. Россия, в свою очередь, расширила список продуктового эмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и ряда других стран. Повышать уровень международной поддержки, санкций и давления на Россию. Такие сейчас намерения Украины. Об этом накануне во время трансатлантического форума по вопросам сотрудничества с НАТО заявил Павло Климкин, министр иностранных дел Украины. Он отметил, что санкции и политическое давление на Россию работают, и их надо только усиливать. На прошлой Генассамблее ООН Украина добилась принятия серьезной резолюции, в частности о нарушении России международных норм и прав человека. Наступного року ми запропонуємо прийняття ще однієї резолюції, яка буде ще серйознішою, ніж попередня.
В ній буде стверджено, що Росія не надала доступ міжнародним організаціям до окупованого Криму. Россия до сих пор демонстрирует пренебрежение правами человека. Федерация удерживает более сотни пленных на Донбассе и 38 политзаключенных. Особые притеснения испытывают крымские татары. Этот вопрос, в частности, будет обсуждаться на встрече со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины. Курт Волкер с официальным визитом прибыл в Украину. Известно, что запланированы встречи с президентом Петром Порошенко, министром иностранных дел Павлом Климкиным и другими украинскими чиновниками. Некоторые источники сообщают, что после встречи с украинской стороной Волкер отправится на переговоры с советником Путина Владиславом Сурковым. Мы заставим нас понять. Активисты устроили очередную акцию протеста под российским посольством в Киеве. Они в очередной раз потребовали от России расследовать факты похищения людей в Крыму. Другие требования активистов слушала наша Виктория Облязова. 11 утра под посольством России собираются люди с плакатами. На них имена 16 пропавших без вести. Мне очень важно, что на акцию мы выходим и говорим о похищенных и пропавших, потому что несмотря на то, что если по политическим заключенным есть списки, и мы знаем имена этих людей, мы знаем, что с ними происходит, мы знаем, что они осуждены, либо они ожидают суда, мы знаем, где они находятся, то по похищенным мы в целом не знаем, где эти люди, кто совершил эти преступления, что с ними случилось. После аннексии на территорию полуострова стали исчезать люди, преимущественно крымские татары. По похищенных 16 человек, которые не найдены сегодня, 19 человек, которых сначала похитили, потом отпустили в 2014 году, и 7 человек, которые были похищены, найдены мертвыми. Мы всего говорим о 45 людях за весь период, за 3 года, которые так или иначе были подвергнуты насильственным похищениям. Активистам Крымсо стали известны подробности похищения Эскандера Абселямова. Выяснилось, что за ним следили спецслужбы, а также давили на его родственников. Стало известно и о пропавшем в 2014-м Лимаре Алядиновом. Его тело нашли в Ялте 3 года назад и якобы уже похоронили. Информацию об этом родственникам Лимара сообщили только в этом месяце. Это уже 16-я акция под российским посольством. В этот раз к людям из посольства опять никто не вышел. Активисты обещают, будут бороться и дальше, чтобы российские власти ответили, куда исчезло 16 крымчан и где они сейчас. Виктория Облязова, Евгений Козыкин, Заман, АТР. В теле народного депутата Украины Игоря Мосейчука, пострадавшего от взрыва возле телеканала «Эспрессо», до сих пор остается 5 осколков. Об этом он сам рассказал в телефонном интервью нашему телеканалу. Сейчас врачи решают, когда ему делать повторную операцию. Сразу после выписки нардеп собирается посетить родственников своего погибшего охранника Руслана. 30-летний Руслан Кушнир умер в скорой. По данным МВД, он был сотрудником полицейского полка особого назначения. У мужчины осталась 4-летняя дочь и беременная жена. Кроме этого, от взрыва погиб случайный прохожий Михаил Мармель. Перші кроки поїду на могилу до свого охоронця Руслана і до його родини, до його дочки. Оце мої перші кроки. Працюватиму, як і працював. Дякую. Я почуваю себе, розбитий. Пострадавшая от взрыва возле телеканала «Эспрессо» Надежда Тарасенко пришла в себя. Ее перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение. Врачи говорят, операция прошла успешно. У женщины изъяли металлический шарик диаметром 8 мм. Дочь 57-летней Надежды Тарасенко сообщила, что мать не помнит, что с ней произошло. Вона прийшла в свідомість, вона не пам'ятає, що вона була на роботі, вона пам'ятає сам вибух, але вона думає, що вона з моїм чоловіком звідкись поверталася. І, так, вони спілкувалися небагато, пару слів. Стан її стабільний, відносно, скажімо так, середньої тяжкості. Була роздроблена кістка і фрагменти попали всередину черепа і мозку. Наслідки можуть бути, звичайно, такої травми. Але для життя тоді небезпеки не буде. Тому що найбільше ми переживаємо іменно за інфекційні ускладнення. Это все новости к этому часу. Информационный день на нашем телеканале продолжает программа «Бугунь». Чтобы знать больше, будьте с АТР.